Радоваться жизни, несмотря ни на что. Более 200 тысяч слепых живет в России. Многие из них не могут приспособиться к повседневной жизни, а кто-то благодаря поддержке близких перестает себя чувствовать незрячим. Мастер на все руки. Так говорит о своем младшем брате Павле сестра Марина. С первого взгляда не сразу понятно, что наш герой ничего не видит. Он слепой. 12 лет назад Павел Кравцов лишился зрения, но это не мешает ему радоваться жизни и быть успешным. Меня спрашивают, проявляя в голосе какое-то сочувствие, сожаление, а можно ли вернуть зрение? Я всегда людям объясняю, что я уже об этом не помню, что я незрячий. Наверное, я не помню потому, что человек должен адаптироваться, найти себя. Павел занялся строительством, чтобы не оставаться без дела. Сначала он при помощи рабочих возвел один дом, сейчас достраивает второй. Детали будущей постройки Павел придумывает сам. Все благодаря так называемому мозговому зрению. Если проще, Павел создает образ будущего дома в уме. Строительство требует не только хорошей фантазии, но и наличия денег. Павел организовал небольшой бизнес, чтобы мечта стала реальностью. 10 лет назад он открыл гостиницу для домашних животных – кошек и собак. Люди, которые едут в отпуск или в командировку, оставляют у меня своих домашних питомцев. Так сказать, тем самым голосуют за мою услугу рублем. Сейчас я холостякую, и главными моими помощниками являются сестра и мама. Хочу им сказать большое спасибо. Можно ли назвать Павла примером для подражания? Бесспорно. Причем не только для инвалидов, но и тех, у кого нет проблем со здоровьем. У нас живут два тигра. Один слабый, а другой сильный. Слабый тигр питается нашей жалостью, которую мы себя жалеем, нашей слабостью. Ну а, соответственно, сильный тигр, он питается нашими достойными поступками, нашей самодостаточностью. И вот я хотел бы всем людям, кто попал в сложную ситуацию, чтобы их несильный тигр всегда был сытым. Александр Лысак, Василий Слепцов, новости столицы.